Убитая горем, женщина не хочет показывать свое лицо. Последние 10 дней она провела как в тумане. 18 марта ее трехлетняя дочь неожиданно заболела. По словам матери, все началось после того, как девочка съела обычный йогурт. Срок там был до 25 числа. Получается, 17 числа она покушала молочный дождик. 18 числа у нее заболел животик. Она жаловалась, ходила на животик, Мы вызвали врача с поликлиники. 19 марта у девочки поднялась температура и началась рвота. Скорая привезла испуганную маму с ребенком в медцентр. Затем отвезла их в инфекционную больницу с подозрением на инфекцию. Врачи собрали полный спектр анализов, но ничего не обнаружили. Все результаты, которые получены на сегодняшний день, которые имеются у нас на руках, они все отрицательные. Ни на какую инфекцию нет, положительных результатов нет. Состояние девочки продолжало ухудшаться, несмотря на действия врачей. 21 марта она попала в реанимацию медцентра. Вечером 28 числа ребенок скончался. Случай отравления был единичным, но в социальных сетях пользователи сразу обвинили во всем Якутский гормолзавод. В телефонном разговоре с нами директор предприятия заверил, продукция полностью безопасна. Мы гарантируем качество нашей продукции, весь коллектив обеспокоены происходящим. Мы работаем очень внимательно, очень ответственно. Мы знаем социальную ответственность нашего предприятия перед жителями нашего города. Пробы на качество молочки на заводе отбирают каждые 3 дня. Пока идет разбирательство, родители погибшей девочки решают, подавать им в суд или нет. Окончательные выводы о том, что стало причиной смерти трехлетней девочки, будут сделаны только после получения всех результатов анализов. По словам врачей, на это необходимо порядка 2 недель. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Денис Попов. Вести, Якутск.